Многие владельцы железных коней пеняют на плохие дороги, но зачастую разбитое колейное дорожное полотно становится таковым по вине самих водителей, управляющих большегрузными автомобилями. Служба весового контроля уже 3 года буквальным образом заставляет ездить без перегруза. Раньше перевозки осуществлялись с нарушениями. Грузоотправители, стараясь получить выгоду, нагружали транспортные средства больше положенного. После того, как служба весового контроля стала проверять каждое грузовое авто, случаи перегруза снизились. Машины с перегрузом создают непосредственную опасность, могут отказать там механизмы, тормозов и портят дороги. Останавливаем все машины, которые большие грузы, вне зависимости от того, спецтранспорт или машина осуществляет перевозку. Всего в республике имеется 2 стационарных поста в Архангельском районе и в Баймаке и 12 передвижных пунктов весового контроля. Проверки большегрузов проводятся совместно с дежурным экипажем ДПС. За неделю передвижные посты проверяют чуть больше 1000 транспортных средств, из которых с перегрузом выявляется порядка 100 машин. Один из таковых случаев произошел сегодня на КПМе при въезде в город. Водитель многотонника решил избежать весового контроля и вывалил содержимое кузова в нескольких метрах от поста. Мужчина, управлявший большегрузом, признается, что сделано это было не специально. Видимо, электроника в машине зависла. По действиям водителя можно понять, что имелся перегруз, констатируют специалисты весового контроля. И такие случаи не редкость. Избавляются от груза во избежание штрафа, так как наказывается за превышение веса водитель, владелец транспортного средства и грузоотправитель. Размер штрафа достигает до 500 000 рублей. За день машины 2-3, за Урале у нас, где мы работаем, в Сибае, в Океаре, так выявляется. Все равно кто-то пытается ездить с перегрузом. Устраняются, но если неделимый груз, то выписывается разовый пропуск, и машина двигается дальше. Если груз делимый, машина не имеет права дальнейшего движения, совершать дальнейшее движение. Машина либо устраняет груз, устраняет на месте, либо помещается на штрафстоянку. Горе-водитель не выглядит расстроенным. Большого штрафа ему избежать удалось, но заплатить государству все же придется. Мужчине выписали административный протокол по статье «Умышленное повреждение или загрязнение дорог» с наказанием в 5000 рублей. А вот для тех, кто попался с перегрузом на посту, суммы значительно выше. Вот, например, с начала года взвешено 194 058 автотранспортных средств. Из них выписано 10 205 актов. Получено 14 исполнительных листов на сумму 1 235 000 рублей. А вот если бы все ездили по надлежащим требованиям, и штрафов было бы меньше, и дороги лучше. Елена Афанасьева, Дамир Хайбуль, Любовь Карпова, телекомпания СТВ.